Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып дыбыстар туралы болады. Здравствуйте, дети. Тема урока дыбыстар. Потому что многие допускают ошибки именно здесь. Вот если я скажу барады, многие пишут барады. Да? Но это неправильно. Будет буква «э», да, барады. Почему? Я сейчас вам объясню. Дыбыстар, да, звуки. Дыбыстар у нас делится на два звуки. И на казахском языке, и на русском языке звуки дыбыстар делятся на два. Они гласные и согласные. Дауысты дыбыстар, дауысты дыбыстар. Және же дауыссыз дыбыстар. Это и на русском языке, и на казахском языке. Вот дауысты дыбыстар гласные, дауыссыз дыбыстар согласные. Так, смотрим теперь на это. Мы сегодня возьмем дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар, мы сказали, эти гласные звуки. Гласные звуки. Дауысты дыбыстар опять же делятся на два. Жуан, және же жіңішке. Звуки делятся на два. Жуан – это твердые звуки. И жіңішке – они мягкие звуки. Мягкие, да? Так, дауысты дыбыстар. Какие знаете дауысты дыбыстар? Например, а, е, и, о, 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 у, да? Вот смотрите, эти гласные звуки делятся на два. Жуан, және жіңішке. Жуан, твердые звуки. Смотрим. А, жуан. Жіңішке. Е, жіңішке. И иногда будет твердый, иногда мягкий. Сейчас объясню. Потом жуан у нас, жіңішке. О, жуан, жіңішке. О, жуан, жіңішке. У. Бывает иногда жуан, твердый, иногда у. Бывает жіңішке. Но это зависит от контекста. Буква и буква У иногда бывает жуан, твердый, иногда бывает жіңішке, мягкий. Зависит от контекста. Сейчас объясню. Вот смотрите. Жуан дауысты дыбыстар. А, и, о, у. А жіңішке е, и, у, да? Видите? Вы должны это все выучить. Так, теперь смотрим. У нас слово может состоять только из твердых звуков. То тек жуан дауысты дыбыстардан тұруы мүмкін сөз. Немесе керісінше ол тек жіңішке дыбыстардан тұруы мүмкін. Мысалы, жуанға алайық. Алтын. Да, слово золото. Смотрим. А у нас жуан, тоже жуан. Значит, слово у нас состоит только из твердых звуков. Тек жуан дауысты дыбыстардан тұрды. Немесе кереге деген сөзді алайықшы. Кереге. Кереге. Вот смотрим. Слово состоит из мягких звуков, да? Тек жіңішке дауысты дыбыстардан тұрады. Е, кереге. Теперь бывает вот такое. Жауынгер. Жауынгер. Смотрим. А у нас жуан, жуан, а е жіңішке. Почему? Я же только что сказала, что слово может состоять только из твердых звуков. Тек жуан дауысты дыбыстардан тұрады. Но есть и такие же слова, да? Жауынгер. Тогда мы обращаем внимание на последний слог. Здесь смотрите, жауынгер, жуан,
жуан. А гер у нас последний слог состоит из мягких звуков, да? Жіңішке дауысты дыбыстан еден тұр. Сол үшін бізде қосымшада неден болады? Жіңішке болады. Если последний слог мягкий, состоит только из мягких звуков, то окончание тоже будет точно такой же мягкий. Жауынгер, лер. Всегда обращаем внимание только на последний слог. Если здесь мягкий, то окончание тоже будет мягким. Если здесь твердый, то окончание тоже будет твердым. Жауынгер, лер. И еще возьмем слово, например, кітап. Кітап. Смотрим, кітап, книга, да, знаете? У нас жіңішке, а у нас жуан. Значит, окончание будет кітаптер? Нет. Мы обращаем внимание куда? На последний слог, да? А здесь у нас звук какой? Жуан, твердый, кітап. То окончание будет твердым. Кітаптар. Понятно, да? Кітаптар. Вы должны вот выучить дауысты дыбыстар, гласные звуки, и жуан, жіңішке. Тогда вам будет очень легче. Вот смотрите. Только что, еще раз повторяю, слово может состоять только из жуан дыбыстар или же только жіңішке. Если здесь есть и жуан дауысты дыбыс, и жіңішке дауысты дыбыс, тогда мы обращаем внимание на последний слог. Если последний слог у нас жуан, то окончание будет жуан, а если последний слог жіңішке, е, то окончание тоже будет жіңішке. Понятно, да? Ребята, если вам понятно это все, то ставим лайк, подписываемся на мой канал и можете оставить в комментариях какую-то тему, да, если вам, какая тема вам. На этом все. Если вам урок понравился, то ставим лайк, подписываемся на канал и оставляем комментарии. Если вам какая-то тема непонятна, можете оставить в комментарии, я постараюсь вам объяснить. Сау болыңдар. До свидания.